эфире телеканала «Итоги дня», в студии Кристина Якупова. Здравствуйте. Коротко о главных темах. Операцию по замене хрусталика глаза детям впервые провели в Якутии. Из-за превышения уровня заболеваемости ОРВИ учащиеся Якутска переходят на дистанционное обучение. Тренинг для врачей-онкологов проходит в столице республики. Сеть пунктов наблюдения за вечной мерзлотой до 2025 года построят в Арктике. Закон о государственной поддержке кинематографии будет принят в Якутии. Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству решить вопрос с погашением задолженности перед участниками ликвидации лесных пожаров. Такую задачу он поставил перед первым вице-премьером правительства Якутии Дмитрием Садовниковым сегодня в ходе совещания с участием руководства правительства и администрации главы и правительства. В настоящее время четверть участников ликвидации лесных пожаров еще не получила выплаты. Данный вопрос взят Айсеном Николаевым под личный контроль. Также проверку провела Республиканская прокуратура. По ее итогам установлено, что начисление доплаты за аварийно-спасательные работы в особо сложных и особо опасных условиях труда 386 работникам авиалесохраны было произведено в нарушении закона без применения повышенного районного коэффициента – 150% от должностного оклада. По представлению прокуратуры республики от 15 сентября текущего года в адрес правительства республики произведен перерасчет указанных доплат на сумму 7 миллионов 900 тысяч рублей. Их выплата планируется до 15 декабря текущего года. Кроме того, прокуратурой республики проводится проверка прав лиц, участвовавших на добровольной основе в тушении лесных пожаров, на получение в полном объеме оплаты за выполненные работы по гражданско-правовым договорам. По результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования. Восстановление их прав находится на контроле прокуратуры. В Якутии впервые провели операцию по замене хрусталика глаза малолетним детям. Так, в Республиканской офтальмологической клинической больнице прооперировали 4-летнюю девочку и 3-летнего мальчика с диагнозом врожденная катаракта. Тему продолжит Власий Сергеев. Проведение операции по замене хрусталика столь юным пациентам стало возможно благодаря современному оборудованию, которое больница получила за счет средств региональной программы развития здравоохранения. Это наркозный аппарат, это аппарат ИВЛ мы получили, это новый офтальмологический комбайн. Это мы провели небольшой ремонт нашего подразделения здесь, чтобы детям было комфортно. Если вы обратите внимание, в этой палате есть и туалет, и душевая, то есть комфортное пребывание для мам с их детьми мы создали здесь в больнице. Специалисты отмечают, что операция по замене хрусталика малолетним детям выполняется практически без разрезов и является малотравматичной. Несмотря на это, она требует особых знаний и навыков. Именно поэтому специалисты больницы прошли специальные курсы в Национальном исследовательском центре глазных болезней имени Гельмгольца. Операция, конечно, сложная. Имеет свои особенности. Конечно, несмотря на то, что у нас достаточно большой опыт в хирургическом лечении катаракты, врожденная катаракта – это все-таки достаточно сложный процесс. Имплантировали мы очень хорошие хрусталики. Впервые в учреждениях, в нашем учреждении предзаправленные линзы японского производителя. Вот эти линзы отличаются тем, что они обеспечивают высокий уровень безопасности самой операции. 3-летний Эрхан Игнатьев – один из первых, кому провели операцию по замене хрусталика. Мальчик спокойно перенес хирургическое вмешательство и уже через пару часов бегал и резвился. Отметим, что Эрхан – один из 10 детей семейства Игнатьевых. В честь Дня матери его маме Кристине должны были торжественно вручить государственный знак «Мать-героиня». Но так как она не могла оставить ребенка, награждение прошло прямо в палате. Я очень довольна, что стала мать-героиней. У меня 7 девочек. И вот 3 мальчиков, средний мальчик. Все хорошо прошло, очень довольны. После операции вот, нормально все прошло. Хорошие врачи. Стоит отметить, что ранее детям с диагнозом врожденная катаракта и их родителям приходилось выезжать на операцию в другие города. Сейчас же руководство больницы разрабатывает маршрутизацию пациентов, чтобы детей из районов республики направляли сюда, в глазную больницу. Власий Сергеев, Григорий Охлопков, Якутск.
Япония присвоила наивысший уровень опасности новому штамму коронавируса, названному Всемирной организацией здравоохранения «Омикрон». Государственный институт инфекционных заболеваний назвал его вызывающим беспокойство. По словам премьер-министра Японии, на то, чтобы понять, насколько действительно опасен этот штамм, уйдет от 2-3 недель до 1 месяца. Тем временем власти страны отменили введенные ранее послабления для въезда иностранных бизнесменов, студентов и специалистов. Временные меры будут действовать до прояснения ситуации с новым штаммом коронавируса. Также рассматривается возможность расширения списка стран, на въезд из которых будут действовать ограничения для японцев и проживающих в Японии иностранцев. В Якутии отмечается снижение заболеваемости коронавирусной инфекцией по итогам прошедшей недели. Об этом заявил глава республики Айсен Николаев на совещании оперштаба с участием глав районов. В то же время он призвал наращивать темпы вакцинации от COVID-19 и гриппа. По итогам прошлой недели в республике регистрируется стабильное снижение заболеваемости, в частности в столице региона. На Якутск приходится 40-45% от общей заболеваемости в республике, хотя совсем недавно показатель составлял 50% и выше. При этом в ряде районов сохраняется напряженная обстановка, в частности в Нерингринском, Хангаласском и Тампунском районах. В Якутске учащиеся с 1 по 8 класс переходят на дистанционное обучение с 30 ноября по 6 декабря. Из-за превышения уровня заболеваемости ОРВИ для учеников решение было принято сегодня на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии Якутска. Наиболее высокие показатели заболеваемости отмечены среди детей от 7 до 14 лет, а также среди подростков старше 15 лет. В целом в городе Якутске за прошедшую неделю зарегистрировано 8700 случаев заболевания во всех возрастных группах населения. Поэтому в Якутске помимо очной учебы также будут приостановлены все культурно-массовые спортивные мероприятия. Детские сады продолжают работу, но в случае выявления групповых заболеваний ОРВИ, удельный вес которых составляет 20% и более от численности группы или от численности учреждения, посещения будут приостанавливать на 7 дней. В Якутии завершена вакцинация паралимпийских спортсменов и тренеров, готовящихся к чемпионату России в следующем году. О том, как протекают тренировки и о правилах посещения спортивных комплексов в условиях текущей эпидемиологической ситуации, узнавала Марфирина Алексеева. 6 раз в неделю Саргалан Семенов посещает спортивный комплекс «Триумф». Здесь за усиленными тренировками он проводит большую часть дня. Сейчас спортсмен готовится к Кубку России, а также к чемпионату России по легкой атлетике. До получения прививки Саргалан сидел дома. Рассказывает, что побаивался выходить. Теперь нисколько не жалеет. Если бы я отказался от вакцинации, я дома бы лежал. Еще бы в деревне лежал бы. Я считаю, что всем надо вакцинироваться. Сейчас везде требуют QR-коды. Я раньше никуда не ходил, сейчас свободно. Очень ответственный, одним из первых получил вакцину. Еще примечательно тем, что он выполнил норматив мастера спорта в спринтерской дистанции, что для якутского народа это очень редкое явление. Обретенное чувство безопасности Василия вполне оправдано, ведь вход посетителей спортивных и тренажерных залов республики осуществляется строго согласно введенным требованиям о предъявлении подтверждаемого QR-кода. Вакцинация – это не только билет в кинотеатр, на каток, да? Это прежде всего бережное отношение к своему здоровью, к своим окружающим и своим близким. В развитых странах, допустим, в Европе, люди уже давным-давно вакцинированы, поэтому жить полноценной жизнью, участвовать в соревнованиях, провести тренировочный процесс намного легче, намного безопаснее. А у нас люди чуть-чуть побаиваются. Хотелось бы, чтобы люди осознали то, что вакцинироваться – это нормально, это безопасно. И чтобы люди приходили со своими детьми в спортивные залы, в манежи, занимались и оздоровляли свое здоровье. А ведь статистика не обманет. На прошлой неделе численность вакцинированных граждан в Якутске составила 70%. Показатель заболеваемости в столице снизился и на сегодняшний день составляет 40-45% от общей заболеваемости в республике, когда как совсем недавно было 50% и даже выше. В условиях текущей эпидемиологической ситуации вакцинация – это единственный способ обезопасить себя и своих близких. Марфирина Алексеева, Павел Пахомов, Якутск.
Современные решения в лечении онкозаболеваний и обмен опытом с ведущими международными клиниками. В Якутске стартовал тренинг для врачей-онкологов. На практике специалистам показали методы щадящего проведения химиотерапии. Подробности в материале Мадины Халиковой. На операционном столе пациент, которому назначен курс химиотерапии. Женщине предстоит длительное лечение, а всем известно, что используемые препараты очень серьезно влияют на вены и сосуды. Снизить эту нагрузку и научить врачей использовать щадящие методы при инъекции приехали сотрудники ведущей международной клиники. Я в данном случае выступаю просто советчиком по установке так называемых ПИК-катетеров. ПИК-катетеры, они вошли в обиход в Европе сравнительно недавно, в России появились год назад. Да? Что это такое? Это тоже вариант сосудистого доступа. От 3 до 6 месяцев курсовое лечение. Он устанавливается в периферическую вену, но дистальный конец, то есть дальний конец катетера, он находится также, собственно говоря, в системе верхней полой вены. Да? Вот так выглядит сам ПИК-катетер. Его установка не занимает много времени, а пациент обходится без общего наркоза. В Европе вообще эту процедуру выполняют медсестры, настолько она проста. Также московские врачи показали еще одно устройство, которое необходимо пациентам, проходящим длительный курс химиотерапии. Это универсальный имплант «Порт-система». Мы говорили о том, насколько это сейчас важно пациентам получать лекарственную терапию. И к этому добавили наши стационарно-замещающие технологии. И сейчас мы проводим мастер-класс, который как раз установка тех самых порт-систем для того, чтобы повысить охват наших пациентов этой безопасной технологией и улучшить им качество жизни. Порт-система позволяет лечить пациентов в дневном стационаре. При должном уходе ее можно использовать в течение 5 лет. Устанавливают капсулу в незаметном месте, и рассчитана она более чем на 2000 инъекций. Для людей, особенно живущих в отдаленных районах, это действительно в некоторой мере спасение. Технология нужна для осуществления венозного доступа тем пациентам, которых находятся на лекарственной противоопухолевой терапии. Она удобна как для пациентов, так и для медицинского персонала. Это хороший, безопасный, надежный венозный доступ для введения противоопухолевых лекарств. Важно, что с 2020 года процедура установки порт-системы и ПИК-катетеров входит в полис УМС. Кроме того, столичные врачи отмечают, в Якутии высокий уровень медицины в части борьбы с онкологией. Есть много молодых специалистов, готовых учиться. Для них провели не только практические мастер-классы, но и теоретическую подготовку. Эту методику мы выполняем с 2017 года. Раньше у нас в рамках была высокотехнологичная медицинская помощь и установка портов где-то до 40 в год. На сегодняшний день с открытием отделения рентген-хирургических методов исследования такие манипуляции уже достигли выше 130 случаев в год. В скором времени в Якутске откроется новый онкоцентр, и туда требуются специалисты высокого уровня, поэтому подготовка кадров – важная задача. Мастер-классы для республиканских онкологов по разным направлениям проводят ежегодно. Мадина Халикова, Григорий Охлопков, Якутск. До 2025 года в Арктике построят 140 пунктов мониторинга за таянием вечной мерзлоты. Более 40% зданий и сооружений имеют признаки деформации. Об этом рассказал замминистра природных ресурсов и экологии Сергей Анаприенко. Он отметил, что деградация вечной мерзлоты приводит к существенным потерям при добыче углеводородного сырья, авариям на технических системах и выходу из строя дорожного покрытия. Минприроды с участием заинтересованных сторон разработало и внесло в правительство проект создания на базе наблюдательной сети Росгидромета государственной системы мониторинга состояния многолетней мерзлоты. Кроме этого, завершается строительство ледостойкой самодвижущейся платформы «Северный полюс» – уникального научного судна, оснащенного самым современным оборудованием. По словам замминистра, это открывает новые возможности для исследования труднодоступных регионов Арктики. В Якутии разрабатывают карту месторождений строительных материалов в Арктике. Министерство строительства республики сформировало прогноз общей потребности арктической зоны республики в стройматериалах. В следующем году необходимо около 20 тысяч кубических метров строительного песка и щебня, 14 тысяч кубических метров теплоизоляционных материалов, 12 тысяч кубических метров пиломатериалов, 5 тысяч тонн
стальных труб, 4000 квадратных метров оконных и дверных блоков и других материалов. В ряде арктических районов имеются месторождения инертного строительного сырья, который может использоваться при строительстве каменных строений и дорог. Сейчас Министерство промышленности и геологии разрабатывает карту месторождений сырья для производства стройматериалов. После этого в декабре проведут предварительную оценку целесообразности завоза стройматериалов извне. В Ленске продолжают бороться с захватчиками земель. Незаконно занятые территории под сельское хозяйство в черте города были выявлены еще 2 года назад. Возле микрорайона Теплый Стан и по автотранспортной 12. Если последний адрес находится в промзоне, то первый в непосредственной близости с жилым кварталом. Неприятный запах и мухи летом мешают линчанам. А помимо всего, именно в границах этой территории должна проходить дорога, которую так ждут жители Теплого Стана. Анна Кожевникова разбиралась в сложившейся проблеме. Земельные войны разгорелись в Ленске еще 2 года назад, и нет им завершения. 2 проблемных объекта фермерские хозяйства расположены в черте города на незаконно захваченных территориях. Летом мы уже обращались к этой теме, и тогда срок сельхозпроизводителям был дан до 1 сентября привести в порядок территорию и освободить ее. Причем на безвозмездных условиях фермерам предоставили помещение на бывшем птичнике для содержания скота. На дворе конец ноября, а буренки все так же в стойлах, свиньи в апельсинах. Здесь навести порядок, все снести, переместись туда, подготовить там. А мы не успеем, там все разваленное. Я не против, не развалено. Вы же не обязательно, вот там есть каменное здание, есть деревянное. Не обязательно все в здание взять. Вы какой-то кусок внутри перегородку, мы туда поедем, определимся. Эти земли по улице Автотранспортная 12 не оформлены должным образом. Это были районные земли. И Киев-района при бывших руководителей, как-то так негласно, типа, занимайтесь. Вот. Потом приведете все в соответствие, земли оформите. Но на тот момент, может, там и можно было как-то заниматься, но сегодня уже нельзя. В этом году мы там их заставили по автотранспортной очень много мусора убрать. Но опять идет захламление. Мы буквально вот на днях были. Что касается незаконно занятой территории возле микрорайона Теплый Стан, зима скрасила картину. Мух и запаха, на который жаловались жители, сегодня нет. Летом именно эти факты стали причиной обращения к общественному совету. Мы подняли все документы, выяснили, что там назначение участка под растениеводство, а там находится животноводство. Соответственно, все это пахнет и несет в квартиры. Там незаконно занятая территория. То есть мало того, назначение территории под растительность, а не животноводство. То есть, в принципе, жалобы обоснованы. То есть документы, материалы все переданы в администрации. И та, в свою очередь, также установила срок до 1 сентября освободить незаконно занятую землю. К тому же сельхозпредприятие в принципе не должно располагаться вблизи жилых кварталов. Мы главе города этот вопрос опять задали, потому что последнее решение было главы города. Есть у нас документы, что 1 сентября придет техника, если вы не приведете в соответствие, все это будет вывезено, откультивировано. К тому же именно на этой территории по проекту должна идти дорога в микрорайон Теплый Стан. В зиму хороший хозяин и собаки на двор не выгонит. Видимо, этим руководствовались фермеры. Но весной надзорные службы и общественники вернутся к этой проблеме. Ну а мы будем следить за развитием событий и ждать кардинальных решений. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Уровень общей безработицы в регионе снизился до 6,5%. Об этом сообщила Елена Калашникова, председатель Государственного комитета республики по занятости населения в программе «Актуальное интервью». Она отметила, что президент страны Владимир Путин в прошлом году дал поручение восстановить рынок труда в стране до пандемических значений. Кроме того, почти на 19 тысяч человек по сравнению с началом года снизилась численность безработных граждан, состоящих на учете. По словам Елены Калашниковой, это достаточно неплохие показатели. Соответственно, коэффициент напряженности у нас на рынке тоже снизился. Накануне 31-го заседания регионального парламента глава Якутии Айсен Николаев обсудил с председателями партий
Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия и ЛДПР параметры бюджета республики на следующий год и на плановый период 2023-2024 годов. Напомню, парламентские слушания ЛТУМ начнутся завтра, 30 ноября. В проект повестки 31-го заседания Госсобрания Республики предварительно включено 38 вопросов. В режиме первого чтения будут обсуждены в первую очередь вопросы, касающиеся бюджета республики, его устройства, порядка формирования и многое другое. Александр Басыров победил на выборах главы Мирнинского района. За него проголосовал почти 41% избирателей, принявших участие в голосовании. За Николая Натосова, выдвинутого партией «Справедливая Россия», проголосовали 28,69% избирателей. На третьем месте по числу голосов самовыдвиженец Георгий Колодезников, набравший 10,75% голосов. Ольга Петрова, выдвинутая от ЛДПР, набрала 7,14%. За Вячеслава Коротких от Компартии проголосовали 6,67%. Практически на 50% вырос экспорт несырьевых товаров из Якутии. За 9 месяцев текущего года он составил 3 миллиона 950 тысяч долларов. Данный показатель увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Несырьевой неэнергетический экспорт составил 133 миллиона долларов и увеличился по сравнению с аналогичным периодом предшествующего года на 52% или на 45,5 миллионов долларов. С января по сентябрь текущего года Якутия занимает 20 место среди субъектов страны по объему экспорта товаров. Как подчеркнул Ася Николаев, продвижение несырьевых отраслей на зарубежные рынки очень важно для экономики республики. Выход на эти рынки всегда имел определенные сложности. Необходимо, чтобы продукция обладала конкурентными преимуществами, причем даже не в цене, а в бренде. Сегодня, 29 ноября, 70-летний юбилей отмечает народная артистка Якутии, актриса Русского драматического театра Александра Антюхова. Свой творческий путь она начинала в Красноярском училище искусств и по распределению оказалась в Якутии. Подробности в сюжете далее. Несколько десятилетий яркой жизни, которые проходят в свете софитов. Сегодня Александра Антюхова отмечает свой юбилей. Коллеги по сцене не устают учиться у Александры мастерству и самоотдаче, с которыми она полностью вживается в свои роли. Мы не один раз партнерствовали, конечно, на сцене. Действительно, есть чему поучиться. И вообще Александра Викторовна – это такой человек-праздник. Куда бы она ни зашла, она вот заходит с улыбкой, с хорошим настроением, и этим заряжаешься. Но к тому, что есть чему поучиться, действительно косвенно, не напрямую, но косвенно я иду некоторым образом по ее стопам. Вот она готовила и готовит периодически к поступлению ребят в центральные вузы, на актерские факультеты. Вот. И как-то так случилось, что и я тоже. Они мне потом рассказывают, что вот мы у Александры Викторовны занимались, она так здорово рассказывает, но она сейчас вот не может, а могли бы вы этим заняться? И я думаю, о, я как Александра Викторовна уже, как большая. Александра Антюхова родилась в городе Заярске Иркутской области. В 1973 году она окончила Красноярское училище искусств по специальности актриса драмы. И с тех пор и по сей день служит в Русском драматическом театре имени Александра Сергеевича Пушкина в Якутске. Актриса признается, что до сих пор удивлена таким поворотом судьбы. Мне пророчили Красноярск. Я хотела там остаться, потому что там мои друзья, там мои родственники, студенты, с которыми я была знакома по политехническому институту, технологическому, педагогическому. Мы ходили на вечера, мы читали стихи. Тогда было очень модно, ну, просто вот на поэтические вечера ходить. Сейчас я этого не замечаю. А тогда это было просто крайне здорово. И вот таким образом мы были приглашены сюда обманным путем Василием Афанасьевичем Босиковым, замминистра, который сказал: ребята, вот ключи, я вам показываю, вы все будете жить в отдельных квартирах. Александра Викторовна – актриса востребованная, у нее и по сей день нет отбоя от ролей и поклонников. Она с легкостью перевоплощается на сцене в самые различные образы. И при этом Александра Антюхова, можно сказать, воспитала не одно поколение артистов. В 1992 году,
когда мы поступали в открывшийся филиал школы-студии МХАТ здесь. Это был первый набор для нашего театра. Как раз Александра Викторовна, она была в комиссии приемной. Вот, и первый тур-то я прошел как бы без проблем. А вот то, что касается второго тура, здесь были определенные моменты. Скажем так, я не сильно был готов и начал сыпаться. Вот. И где-то она там фактически руку помощи мне протянула, задала какой-то вопрос, там еще что-то. А вот расскажите об этом, расскажите о том. И фактически за счет, вот, скажем так, вот, ее участия я тогда и прошел последующий уже тур и в итоге попал в школу-студию, которую закончил в 1996 году. Ну, сейчас вот возглавляю театр. «Очи черные», «Капитанская дочка», очень простая история. В этих и многих других спектаклях гости и зрители Русского драматического театра могут воочию увидеть мастерство высшего уровня в исполнении Александры Викторовны Антюховой. Надежда Саханская, Владимир Павлов, Якутск. В Якутии будет принят закон о государственной поддержке кинематографии. В Министерстве культуры и духовного развития республики состоялось обсуждение концепции развития якутского кино. Как отметил министр Юрий Куприянов, работа проходит в рамках исполнения поручения главы Айсена Николаева. На одной из плановых коллегий Республиканского министерства культуры председатель Союза кинематографистов Алексей Романов доложил, что срок предыдущей концепции развития кино, которая принималась в 2015 году, завершен. Она выполнена. Вновь принятая концепция будет действовать до 2026 года. Наши корреспонденты продолжают следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Оставайтесь на нашем телеканале, не переключайтесь.